Пустынные долины и горные районы северо-западной Мексики были для меня незнакомой территорией. Здесь уязвимость жизни усиливается, проявляясь в непредсказуемых проявлениях природы. В этом царстве вода — это жизнь. Много веков назад коренные народы планировали и построили обширную террасную систему каменных водоудерживающих заграждений. Многие из них частично разрушились и обветшали, и их практически невозможно обнаружить. Но все же некоторое количество насыпей остаются устойчивыми и неповрежденными. Они по-прежнему выполняют свое предназначение, такое как сбор сезонных осадков и сохранение дождевой воды. В этом регионе нет ничего необычного, когда за 45 минут выпадает от 10 до 20% годового количества осадков. Когда это происходит, вы получаете огромное количество наводнений, но, к большому сожалению, в почву не попадает ни капли влаги или очень незначительное количество. Она просто стекает и уносит с собой много верхнего слоя почвы, семян и так далее. То, что мы пытаемся здесь сделать, это замедлить этот процесс и обратить его вспять, чтобы вода действительно попадала в землю. Здесь мы можем увидеть, как строится каменная водоудерживающая насыпь, по тому же принципу, как и в далекие времена в этой местности. Здесь работает нанятая группа каменотесов. Некоторые из них имеют родственные связи с прошлыми поколениями каменотесов. Нам очень повезло, что мы встретили нескольких работников из этого штата. Они сохранили давние традиции работы с каменными водоудерживающими конструкциями. Для некоторых людей работа — это просто работа. Но для братьев Гонсалес это мастерство, рожденное в духе их предков. Там, откуда мы родом, мы с детства изучали и узнавали о большей части этой работы от наших дедов и отцов. Они рассказывали нам историю, связанную с системой водоудерживающих каменных насыпей. Когда ты знаешь историю этой водоудерживающей системы, тебе понятно, что необходимо сделать. И наш дедушка вспоминал о той работе, которую мы сейчас выполняем. И мы видели, что эта работа со временем восстанавливает землю. Мы наблюдаем за таким видом работ, которые длятся более 100 лет. И благодаря системе водоудерживающих каменных насыпей вы получаете эффективный влагоудерживающий ландшафт. Это очень важно. И вы не можете сдаваться, вы должны продолжать эту работу. Через несколько лет каменные насыпи засыпаются слоем осадковых органических отложений. И поэтому вам нужно продолжать свои усилия. В этой работе есть определенная процедура. При проектировании сооружения первостепенное значение имеет учет конкретного угла уклона и контура земли и русла ручья. Для создания каменной конструкции необходимо иметь хороший фундамент или основание. Если у вас не будет хорошего основания, конструкция может упасть в грязь или песок. Вы должны хорошо закрепить ее с каждой стороны, чтобы она не распадалась по бокам. И структура должна быть такой, чтобы нижняя точка находилась где-то посередине. Форма и размер каждого камня определяют его конечное положение. Многие из этих факторов важны для обеспечения стабильности и долговечности конструкции. Вы знаете, нам очень повезло, когда мы начали возводить эти каменные сооружения здесь, в этом месте.
Я построил одну или две конструкции, чтобы защитить дорогу. После того, как мы установили ее в этом месте, я заметил, что трава стала зеленее по обе стороны от этого места. Это было почти как защитная стена. Я подумал, ну что же, если это сработает здесь, то давайте установим еще несколько таких. Так что я добавил еще несколько конструкций и получил мгновенный результат. В тех местах, где я их установил. И еще две привели к появлению еще трех. Таким образом, у нас их стало 5. И это только увеличивается. За 20 лет мы установили около 20 тысяч таких каменных насыпей. По берегам ручья скапливаются ил, почва, осадок. Солнечный свет воздействует на воду, почву и ферменты, и постепенно на поверхности коренных пород развивается органическая жизнь. По берегам ручья растут травы, и осадочные отложения накапливаются постоянно. Разнообразие флоры и фауны увеличивается. Времена года переходят тонкую грань между засухой и наводнением. Результаты, которые были получены после тщательного возведения каменных насыпей на водоразделе, значительны, если не сказать поразительны. У нас есть промоины, которые раньше затоплялись 3 или 4 раза в год, и которые были просто промоинами голых скал. А теперь они превратились в промоины, поросшие травой. В них течет вода примерно 10-11 месяцев в году. Это место превратилось из каменистого сухого русла, которое время от времени заливает прибрежную зону, в водную Мекку, удерживающую влагу. Самое важное из того, что я видел, это то, что они замедляют течение воды. Они создают пористую среду, в которую вода проникает, пока вода течет вниз по руслу, и значительно замедляют течение воды. И не разрушают окружающую среду. Это действительно сделало это место довольно живописным небольшим горным районом. То, что мы делаем здесь наверху, действительно помогает владельцу ранчо под нами больше, чем нам самим. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь наверху делал то же самое, что и мы. Целью проекта по сохранению воды в Сан-Бернандине является восстановление уровня грунтовых вод путем уменьшения масштабной эрозии, которая практически уничтожила жизнь в этом историческом пустынном оазисе. Видео переведено и озвучено при поддержке сайта Лесосад. golisosad.com – семена и саженцы редких и ценных растений. Спасибо за просмотр.